Продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі ЕТР. Нагадую, що мене звати Ірина Ромалійська, і тема цієї години – це переслідування членів чи людей, які не мають відношення, але їх в цьому звинувачують, до організації Хізбут Тахрір. Наші гості – Дамір Мінадіров, правозахисник, представник організації «Правозахисний рух Криму». Вітаю вас. Добрий вечір. І Тагір Мінібаєв, журналіст, політемігрант з Башкортостану. Вітаю вас. Здравствуйте. Не все наши гости понимают украинский язык, поэтому перехожу на русский для того, чтобы мы могли друг друга слышать. Задержания в Крыму по подозрению в причастности к организации Хизбут Тахрир стали вот за эти 3 года оккупации просто какой-то традицией, знаете, там едва ли не каждый день ты в ленте встречаешь задержанные очередные люди. Руководит этим всем Виктор Палагин. Оккупационные власти назначили его руководителем ФСБ по Крыму. Но отточил он свое мастерство, если это можно так сказать, в других, в России в самой, в других регионах, да? Он работал с 2008 года по 2013 год в Республике Башкортостан. Он руководил УФСБ по Республике Башкортостан. Вот вы как раз как никто, наверное, можете рассказать о его методах борьбы, о политике, которую он запровадив нынче в Крыму. Метод один в один схожий с Крымом. То есть в Башкирии за 5 лет работы Палагина в нашем регионе около 30 уголовных дел было по мусульманам, и это касалось около 200 человек было под арестом, то есть за этот период. Если говорить о репрессиях, то это пытки, это избиение, заставляют свидетелей клеветать на подсудимых. Это сами подсудимые, запытанные до смерти, пишут признательные показания. Можно продолжать говорить все то же самое, что происходит сегодня в Крыму, один в один. Виктор Палагин, мы можем увидеть его фотографии, я надеюсь, сегодня он известный в этой структуре, в структуре Федеральной службы безопасности Российской Федерации личность, можем видеть его фотографии, дальше мы находили его фотографии с Аксеновым, с печально нам известной Натальей Поклонской. Вы пострадали именно от его режима, если можно так сказать, установленного? Если говорить лично про меня и мою семью, то в моей квартире было 5 обысков, 4 уголовных дел и одно, которое было заведено на мою супругу. Тагир, но вы не скрываете, что являетесь членом организации Хизбут Тахрир? Да, мы на суде не брали 51-ю статью. Я демонстративно заявлял, что мы никакие не террористы, не экстремисты. И да, я являюсь членом политической исламской партии Хизбут Тахрир. Тут стоит отметить, что в Украине, как в общем-то и в большинстве стран, она действует абсолютно законно. Это партия или религиозная организация. А в России она запрещена в 2003. В 2003-м. В какой еще стране она запрещена? В Казахстане она запрещена. Нет, официального запрета нет. Признания террористической деятельности, только Россия признала его. Россия единственная страна, которая признала Хизбут Тахрир как террористическая. В других странах, ни в одной стране больше как террористическая Хизбут Тахрир. В Германии есть ограничения. В Германии есть ограничения, и только из-за высказывания, и только из-за того, что Хизбут Тахрир не признает государство, Израиль как государство. С нами на скайп-связи есть Айгуль Ахметова, она из Татарстана и тоже пострадала от деятельности преследования ФСБ. Айгуль, надеюсь, что мы сейчас ее уже выведем, она бежала в Украину и просит здесь политического убежища. Айгуль с нами ли на связи? Подскажите мне, пожалуйста. Айгуль, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите свою историю, что произошло в вашем конкретном случае. В прошлом году
Ко мне домой пришли сотрудники ФСБ с обыском. На меня завели уголовное дело по статье терроризм. Я мать двоих детей, никакого отношения к терроризму никогда не имела. У меня дома, оказывается, было установлено аудиопрослушивающее устройство, где записывались, значит, аудио, как мы собирались с девочками на кухне, разговаривали об исламе, о семейных отношениях и о том, как ислам приносит пользу людям. И все это стало основанием на то, чтобы на меня завели уголовное дело по статье терроризм. Далее меня забрали в здание ФСБ. После допроса мне стало плохо, скорую помощь и доставили в приемный покой больницы. Значит, не дождавшись очереди осмотра врача, так как сотрудников ФСБ со мной рядом не было, сопровождающих никого не было, я, пользуясь случаем, поехала домой к мужу. Приехав домой, я ему все рассказала, и мы, боясь за свою жизнь, здоровье, потому что в здании ФСБ мне сказали, что мне 10 лет, на 10 лет минимум посадят. И мы так с мужем переживали за свое здоровье, за свою жизнь, за преступления, которые мы не совершали, и решили покинуть страну. Уточню, в ваших разговорах на кухне, о которых вы говорите с подружками, были ли обсуждения каких-то, возможно, силовых акций против действующей власти или рассуждения на тему, как нужно захватить власть в Российской Федерации или отдельно в Татарстане? Нет, таких разговоров у нас никогда не было. Я соблюдающая мусульманка, я знаю свою религию, я знаю, что ислам против насилия, ислам против террора, это религия мира. Поэтому это просто, видимо, заказное было дело, как мы поняли. Скажите, пожалуйста, как сложилось дальше? Вы приехали в Украину? Да, мы думали, в какую страну, податься, да, попросить убежище, что делать. И долго не думая, решили переселиться в Украину, так как знаем, что Украина — это государство, которое защищает права человека, дает свободу слова, дает свободу вероисповедания. И в частности мы знали позицию Украины относительно крымско-татарского народа на полуострове Крым. И мы знаем, что Украина ясно заявила свою позицию относительно преследований и притеснений со стороны российских спецслужб на полуострове. Мы, значит, знаем, что Украина, она, значит, признает, что Россия совершает преступления против человечности, да, нарушая права человека, что это все репрессии, что это борьба с инакомыслием. И мы надеялись на такую же справедливую позицию и в отношении себя, что когда мы приедем в Украину, она также будет справедлива по отношению к нам и предоставит нам защиту. Но вы пересекли, я помню, разговаривала на днях с вашим мужем, да, вот он мне рассказывал историю о том, что вы незаконно пересекли границу, как часто делают в таком случае люди, которые бегут от режима, попросили политического убежища, вам отказали, и уже были суды соответствующие, вы обратились в суд. Расскажите причину, по которой вам отказали, и что же решил суд? Значит, позиция ДМС, как я поняла, да, и законодательство государства Украины почему-то отлично, да, то есть отличается позиция ДМС. В то время как государство Украина защищает крымско-татарский народ, в то время мы по тем же статьям приехали в Украину и просим здесь убежище, по какой-то причине ДМС нам отказывает. Вот это такая двойственная политика в Украине, оказывается. Что вам отвечали в этом отказе? Они говорили, что вы сами виноваты. По законодательству Российской Федерации это запрещено,
Что в итоге принял суд? Ну, вчера у нас был апелляционный суд, и суд вынес решение о том, что пересмотреть отказ ДМС попросили. ДМС заново просит пересмотреть наше заявление, и нашу апелляцию они как бы частично удовлетворили. Спасибо вам большое. Айгуль Ахметова была с нами на скайп-связи. Она из Татарстана бежала в Украину, просила убежище. Ну и вот слышим, что миграционная служба в политическом убежище отказала. Суд первой инстанции также. Ну и вот вчера апелляционный суд обязал, и здесь вопрос, Дамир, к вам, обязал пересмотреть решение или обязал дать политическое убежище? Суд обязал пересмотреть решение. То есть в предыдущие разы подобные ситуации суд обязывал уже принять решение положительное в отношении подобных лиц. В данной ситуации суд обязал пересмотреть решение. И на наш взгляд это говорит о том, что суд фактически подтвердил то мнение, что ДМС относится халатно к своим обязанностям, которые возложены на них государством. Оно само непосредственно должно изучать материалы этого дела, искать подтверждение преследования, да, за взгляды, за мысли, за вероисповедание и выносить соответствующее решение. Но ДМС фактически каждый раз отказывает подобным людям, да, и перекладывает свою ответственность на судебную систему. И именно мы видим, что судебная система подошла ответственно в этом вопросе, изучила детально этот вопрос и направила дело на перерассмотрение, фактически, да, сказав, что смотрите, будьте внимательны, в данном деле предоставлены все доказательства, которые свидетельствуют о том, что эти люди преследуются в России точно так же, как и граждане Украины сегодня преследуются в Крыму. Ну, а миграционная служба скажет: окей, мы пересмотрели и снова-таки считаем, что политическое убежище здесь неуместно. Что делать тогда? Ну, значит, снова подавать в суд и снова И в рамках судебного порядка добиваться того, чтобы суд обязал. Да. Сколько подобных дел в Украине, имею в виду, когда люди, преследуемые за якобы участие в Хизбут-Тахрир, просят политического убежища? Данной статистики точной нету, то есть многие люди не афишируют, например, участие в деятельности. Здесь стоит отметить, что вот такая позиция ДМС, она, получается, влечет с собой несколько последствий. Первое последствие – это как бы имидж государства на международной арене. Сегодня Украина открыто заявляет на международных площадках, да, правозащитники и другие организации, что ведутся в России репрессии, что Россия – это территория беззакония, территория, где не соблюдаются ни права, ни нормы, гарантированные Конституцией. Ну и более того, говорят, что вот в Крыму преследуют крымских татар, обвиняя их в участии в Хизбут-Тахрир, а здесь выходят такие же дела. Мало того, что инициатива президента Украины о том, что признать Россию агрессором, да, недавно МЗС Украины выступила с обращением к украинским гражданам, чтобы как бы рекомендация не посещать территорию Российской Федерации, есть угроза. И в то же время ДМС говорит о том, что возвращайтесь обратно в Россию, для вас угрозы там нету. Хотя факты, подтверждающие того, что к ним были применены пытки, к ним было нарушено процессуальное законодательство, присутствует. Но этот вопрос, как бы, это первый момент, то, что я хотел сказать по имиджу внешнему. Второй момент по внутреннему имиджу, так как вы, вот то, что вы сказали, украинское сообщество, украинские официальные органы, прокуратура, которые по сообщениям из Крыма, да, возбуждают здесь уголовные дела в отношении преследования своих граждан. По этим делам проводится расследование. И даже уже есть случаи, когда по одному делу жалоба передана была в ЕСПЧ. То есть Европейский суд по правам человека признал действия Российской Федерации в отношении лиц в Крыму, что это нарушение прав человека. И получается, по этим же калькам, что сегодня в Крыму проходят вот эти методы, те же люди, даже те же используются способы доказательств, да, это выбивание, признание своей, ну, как бы, оклеветать самого себя, да, и своих третьих лиц каких-то иных. И то же самое, что происходит в Крыму, мы называем, что это политически мотивированное преследование. А такие же граждане, которые в России по тем же самым статьям преследуются, приезжают в Украину, и им говорят отказ, что у вас не политически мотивированное дело, что недостаточно там
доказательств, хотя доказательств предостаточно. Вы сказали о 3 последствиях такой политики миграционной службы. Первая внешняя, вторая внутренняя, третья. И третье касается того, что ДМС ссылается в отказе на то, что, получается, казус украинская структура ссылается на закон, на российские эти законы. Речь идет о списке террористических и экстремистических организаций, которые в 2003 году было там порядка 14 или 15 организаций. И ДМС фактически ссылается, да, подтверждает этот список. Хотя, На этот список, хотя в нем сейчас есть, например, правый сектор, УНАУНСО и так абсолютно далее, верно, другие да? украинские и это организации. как бы ДМС и в глазах общественности украинской нации. Как бы. Зачем это нужно миграционной службе? Хочу услышать ваши размышления на эту тему, но давайте прежде посмотрим. У нас есть запись свидетельств людей, которые попали под эту машину, как я понимаю, в Татарстане. Правда, Тагир? Вы мне передавали эти свидетельства? Нет, это я снимал по Башкортостану. По ездил, Башкортостану. да, Давайте посмотрим эти... Это работа Палагина. Собственно, люди свидетельствуют о том, как Виктор Палагин работал в Башкортостане. В отдел ФСБ полость Пушкина, и там в подвале меня начали бить. Чтобы я подписывал готовые уже документы. У меня были наручники за спиной, а также на мою голову был накинут мешок, чтобы я не видел, кто проводит надо мной пытки. А пытали они именно электрическим током. Когда я отказался дать показания, один из сотрудников ФСБ в маске силой вывел меня в коридор и начал меня душить. Они спустились мне с штаны и пригрозили насиловать меня лоб. Были угрозы в адрес членов моей семьи, они пытались напугать меня, то, что лишат меня работы, я не смогу нигде работать. Также в адрес родственников было указано, то, что с ними расправиться. Все это было сказано с целью для того, чтобы я клеветал мусульман нашего города. Не давали они мне ни есть, ни пить, даже не давали возможности нужду свою исправить. Они положили меня на пол, руки-ноги привязали, сняли носки, накинули на меня провода и начали пытать током. И все это сотрудники Федеральной службы безопасности делали лишь для того, чтобы я оклеветал мусульман. Ну, вот такие видеосвидетельства, собранные вами, Тагир, в Башкортостане. Да, но сколько подобных историй уже есть в Крыму, вам известно? Ну, я думаю, за статистикой стоит обратиться к правозащитникам, которые непосредственно работают в Крыму, потому что, возможно, моя информация уже устарела, но по моим данным это порядка 50 человек, которые пропали без вести, и кто-то из них уже был найден мертвым. Это порядка 60 граждан, которые преследуются и обвиняются по уголовным делам, из них где-то 25 человек, если не ошибаюсь, по делу Хизбут Тахрир. Это одно дело там, или это каждый раз новые? Каждое уголовное дело – это как конвейер, да? Угу. Все-таки хочу услышать ответ на вопрос, как, по вашему мнению, зачем это вообще нужно миграционной службе Украины? Откуда взялась такая позиция? Я не думаю, что эта позиция чем-то обоснована, кроме как вот халатным отношением к своей работе. И второй момент, то, что отсутствует вот такая как бы дорожная карта, решение единое, да, то есть мы знаем, есть факты, что в различных областях Украины ДМС выносит различные решения. Ну, это вот как бы такая проблематика, которая, в принципе, решается. И то, что, допустим, в четверг суд апелляционно-административный вынес такое решение, положительно занял сторону, да, Айгуль Ахметова, о которой мы говорили. Да, то есть это, мы надеемся, что это послужит положительной тенденцией, и ДМС пересмотрит свою работу, да, и начнет относиться к своим обязанностям более внимательно и выполнять их, да. Тагир, так как вы не скрываете свою причастность к Хизбут Тахрир, объясните нам коротко, в чем принципиальная разница между Хизбут Тахрир и тем классическим для Украины, например, исламом? Хизбут Тахрир – это
политическая партия, исламская политическая партия, целью которой является, ну, если говорить про членов Хизбут Тахрир, то целью является достичь довольства Всевышнего Господа посредством исполнения всех его приказов и запретов. И это возможно только сделать в государстве. То есть, чтобы весь свод законов, приписанный в наших священных книгах и в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это можно сделать только в государстве. Поэтому вот такая цель у партии установить исламское государство. Установить исламское государство, халифат на какой территории? На исламской территории. Если Что вы называете исламской территорией? Я не сильна в теологии. исламских странах. То есть, если говорить про то, что говорят, что мы хотим в России, либо в Европе, либо в Украине установить исламское государство, то это ложь и абсурд. Здесь просто этого невозможно, и здесь не мусульмане живут. У нас есть понятие территория маджаль и территория не маджаль. То есть территория, где было исламское государство до 1924 года, это османское государство, после чего было разрушено. И вот те территории, которые были в этом государстве, являются территорией маджаль, где больше процентов мусульман, населения мусульман. Какие методы вы используете при достижении задекларированной цели установления халифата? Все, только диалог. Возможно ли какие-то силовые акции, революционные? Любой, кто хочет понять, каким образом установить возможно это государство, нужно вернуться к истории посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каким образом он это сделал. И все увидят, что это не было насильственным каким-то путем и силовыми методами. Это было только посредством призыва к исламу. Я уже вот почему спрашиваю, не только, я думаю, в Украине, но и во многих странах мира, едва ли не во всем мире, наблюдают за действиями ИГИЛ, и это пугает. И появляется, возможно, некая ассоциация. Возможно, появляется. И думаю, она появляется, эта ассоциация. Просто нужно углубиться, изучить. Если есть вопросы о Хизбут Тахрир, то в каждом регионе, в каждых странах есть информационные представители. В данном случае в Украине есть информационный представитель Хизбут Тахрир Фазыл Амзаев, и он на все вопросы о целях, о способах, методе установления этого государства и, скажем, ведении призыва он может ответить. Я просто некомпетентен во многих вопросах. Какова позиция Хизбут Тахрира по отношению к ИГИЛу? Хизбут Тахрир не признает то государство, которое объявило ИГИЛ. А по поводу действий, которые они используют, методов? Ну, если углубляться, то были случаи, когда проповедники в Сирии приходили к ним члены партии Хизбут Тахрир, начинали диалог и просто их стреляли. Дамир, наверное, последний вопрос, судя по времени у нас оставшемуся. Что бы вы могли посоветовать тем людям, которые живут в Крыму и являются членами партии Хизбут Тахрир, или сторонниками, или приверженцами, или тех, которых обвиняют, а они таковыми не являются? Как обезопасить себя? Возможно ли себя обезопасить? Ну, я бы хотел в целом обратиться вообще к крымско-татарскому народу и мусульманам в Крыму о том, чтобы они не поддавались провокациям со стороны спецслужб, о том, чтобы вот эта сегодняшняя политика и действия силовиков направлены на то, чтобы запугать и заставить людей перестать освещать, перестать выходить к тем, у кого сегодня обыски, и таким образом продолжать освещать и показывать Украине и всему миру о правонарушениях со стороны Российской Федерации. Ну и мы уже от своего имени обращаемся ко всем крымчанам, крымским татарам, людям, представителям других национальностей. Если ваши права нарушают, сообщайте об этом нам. Мы сделаем все возможное для того, чтобы придать этому огласку. Меня зовут Ирина Ромалийская. Я с вами прощаюсь. Буду в этой студии уже на следующей неделе, в понедельник. Ждите интересных гостей.